Как ислам относится к суррогатному материнству, к, будем говорить, нетрадиционным методам размножения человеческого материала? Хотелось бы узнать. Ислам отрицательно относится к суррогатному материнству, так как по-любому это прелюбодеяние. Даже если не было какого-то контакта, то есть получается то, что если смотреть в общем, то это прелюбодеяние, это зачатие от другого мужчины. Еще вопрос? Это прелюбодеяние. Пока коллеги думают, можно я чуть-чуть дополню ответ муфти, на вопрос, который задавал Руслан Шарипов. Дело в том, что вот соотношение людей, которые приходят в мечеть, татары, башкиры и иные, группы, и иные национальности, я хочу отметить, что есть такая вот тенденция, иногда статистика говорит, вот выделяется русское сообщество, и потом начинаются другие, татары, таджики, чуваши, узбеки, чуваши. То есть выделяется, и татары искусственно оказываются в группе мигрантов, тех народов, которые сюда начали приезжать массово приезжать последние 20 лет, 15 лет. Я хочу сказать, что татары не мигранты. Татары это, может быть, для некоторой части наших коллег, которые слушают, татары это не те люди, которые перебрались, переселились сюда из Татарстана. Совсем нет. Татары живут здесь 7-го, их предки жили здесь 7-8 века нашей эры. Это один момент. Второй момент. Почему во время праздника действительно преобладают на праздничных молитвах не татарское население? Много татар уезжает в свои родные деревни, потому что там в каждой деревне есть не одна мечеть. Вот в моем родном селе Тёпыстан действующих 3 мечети. То есть люди уезжают в родную деревню к своим родственникам, к родным домам, и там родителям, Курбан Байрам, там они режут баранов, там они режут скот, там для этого есть условия, потому что там это делалось многие десятки и даже сотни лет. Моему селу больше 450 лет уже родному селу. А вот мигранты, которых здесь действительно оказывается большинство, они люди приезжие. У них здесь не то, что домов нет, они здесь квартиры в основном снимают, и они здесь временно, большая часть. Поэтому мечеть для них становится национальным культурным центром. Они приходят здесь на праздник, совершают молитву, праздничную молитву, и если вы придете на Курбан Байрам, увидите, что после того, как прошла праздничная молитва, здесь толпа народа стоит, они между собой общаются, встречаются. Это для них становится местом, площадкой для встреч. Вот они месяцами можно не видеться, а тут они встретились, увиделись, пообщались, пошли куда-то вместе отдохнули, там какое-то мероприятие провели там культурное. Поэтому их действительно здесь много. Но, конечно, все равно в любом случае этот факт как таковой, который имеет место быть, что действительно мечеть на праздничной молитве из 10 тысяч общей площади молящихся, там только 1000 или 2 или 3 татары, то есть или местные мусульмане, а остальные другие, этот факт его очень нужно учитывать. Вот была конференция, это конфессиональное взаимодействие моей родной Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, организованной ГАФ, правительством Самарской области. Там были очень интересные выступления, в том числе Хамечева Наталья Семеновна. Она сказала, что да, доля русского населения сокращается. Даже в Ульяновской области, которая миграционно не так интересна для мигрантов, русское население уменьшается, доля татарского населения тоже уменьшается. А в Самарской области, которая миграционно привлекательна, где есть рабочие места, этот процесс идет еще более активно. Поэтому эти процессы, конечно, важно не упустить. Я еще раз говорю, если ты изучаешь ситуацию, обращаешь на нее внимание, выявляешь закономерность, подходишь системно, научно и поддерживаешь эти мероприятия ресурсно и кадрово, то я думаю, что никаких конфликтов не будет. Они будут разрешены в корне, не раздавлены, не спрятаны, а разрешены. Конфликт нужно разрешать с учетом интересов всех сторон, которые или не в конфликте, пока еще не конфликт, а в назревающем конфликте. Тогда будет все хорошо, тогда будет мир и покой, которым мы так дорожим, потому что действительно 157 национальностей живет на территории Самарской губернии, и на моей памяти, а мне уже, слава богу, подполтинник, я не помню ни одного серьезного межнационального конфликта на территории Самарской губернии. Но, чтобы так было и впредь, надо работать. Надо работать.